Амузыка ҳаԥсҭазаара акыр иаԥсахозма. Абас иқәиргылон азҵаара афилософ ахәыцҩы Фридрих Ницше. Иахьатәи ҳдырраҭара рызкуп арҭ ажәақәа рҵакы ибзиаӡаны еилызкаауа амузыкантцәа рҭаацәара. Бзиара шәымаз ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, аефир аҿы иҟоуп адырраҭара анарха. Иахьа шәааҳаԥхьоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә камертә оркестр адирижер Давид Терзиани уи иԥшәмаԥҳәыс амузыкант арфарҳәаҩы Елена Ҳақԥҳаи рҭаацәарахь. Давид Елена еибадырит лара Гнесинаа рыхьӡ зху амузыкатә академиа даналга Мексика иҟоу Мехикатәи оркестр ахь ааԥхьара анлоу ашьҭахь. Уи аамҭаз уаҟа дирижерс дыҟан Ереван ақалақь амузыкантцәа рҭаацәараҿы ииз Давид. Иахьа Давиди иԥшәмаԥҳәыс Еленаи аус еицыруеит Елена лаб Аԥсны жәлар рартист амузыкант ду адирижер Анатоли Ҳагба дызхагылаз аҳәынҭқарратә камертә оркестр аҿы. Ари аоркестр иалоуп иара убас аскрипкарҳәаҩы Анатоли Ҳагба иԥшәмаԥҳәыс Аԥсны зҽаԥсастәыз артистка Ольга Ҳагба, иԥҳа аҟазара аинститут аҿы аҵара азцо аскрипкарҳәаҩы Вера, иԥа аконтрабас арҳәаҩы Адам. Ажәакала, амузыкант Анатоли Ҳагба иҵакыра зегьы амузыка рхы азыркит. Ари аҭаацәараҿы дҟамлеит аӡәы зыԥсҭазаараҿ даҽа мҩак алызхыз. Шықәсыкгьы ӡӡом Аԥсны аҳәынҭқарратә камертә оркестр аиқәырхаразы акыр злагала ду адирижер Анатоли Ҳагба иԥсҭазаара далҵеижьҭеи. Иара изы еснагь усхадан ҳтәылаҿы асимфониатә оркестр ду аизгара, аиҿкаара, азҵаара. Иахьа Анатоли Ҳагба игәҭакқәа ираиҳаӡаз анагӡара даҿуп иԥҳа Елена лыԥшәма адирижер Давид Терзиан. Ари амузыкант иаанижьит Мексика ишьақәгылахьаз иԥсҭазаара, дааит Аԥсныҟа. Араҟа фҩык амузыкантцәа рыла ишьақәгылаз аоркестр ҩажәаҩык рҟынӡа ирҭбаахьеит. Имоуп имаҷымкәа агәҭакқәа, зегь раԥхьа иргылан аоркестр иҵегьы арҭбааразы, еиҳа апрофессионалтә ҩаӡара ҳаракахь анагаразы. Арҭ азҵаарақәа рҿы Давид еснагь дивагылоуп ибзианы деилызкаауа иԥшәмаԥҳәыс Елена. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа ауадақәа руак. Араҟа ауп аҳәынҭқарратә камертә оркестр арепетициақәа ахьымҩаԥысуа. Ауада аҭӡамц аҿы икнаҳауп адирижер Анатоли Ҳагба иубилеитә хәылԥазаҟынтәи афиша. Амузыка ԥсҭазаарас измаз ари амузыкант изы хымԥада акыр рыҵаркуеит иахьа ари ауадаҿы имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы. Ари аоркестр аҿы аус руеит Анатоли Ҳагба иԥшәмаԥҳәыс Ольга, иԥҳацәа Еленеи Вереи, иԥа Адам. Дара зегьы рыԥсҭазаарақәа еибаркуп амузыкахь ирымоу абзиабарала. В детстве это было совершенно естественно, привычно, что звучит в доме музыка, что папа всегда сидит с вот такой огромной партитурой, никого не слышит, никого не видит. Мама занимается или подыгрывает ему что-то на фортепиано. Естественно, это было совершенно, то есть вопросов не возникал, что и мой старший брат, который сейчас в Мексике в оркестре работает, и я тоже пошли по этой же дороге и стали музыкантами. Все мое детство перед глазами это оркестр, это репетиции, мы очень часто присутствовали на репетициях. Мама в оркестре тоже какое-то время работала как пианистка. Папа очень много ездил в Москву, в Тбилиси в те времена, в общем, гастролировал как дирижер, но основная забота и разговоры все в доме, все это, естественно, было о нашем симфоническом оркестре. Оркестр у нас был выдающийся совершенно, он большой по количеству, прекрасный по качеству.
Аԥсны зқьеишәиҩы ҩыжәахатәи ашықәсазы еиҿкааз асимфониатә оркестр аиҭашьақәыргылара, аҳәаанырцәынтәи амузыкантцәа реизгара, ари аидеиа Анатоли Ҳагба уахи-ҽни хәыцырҭас имаз акоуп. Иара иҳәалон асимфониатә оркестр уи аҳәынҭқарра атрибутқәа ируакуп ҳәа. Иара дызхьымӡаз аус иахьа анагӡара рҽазыршәоит иҭаацәара зегьы. Иԥҳа Елена рҵаҩыс длыман еицырдыруа арфарҳәаҩы Урыстәыла жәларра артистка Емилиа Москвитина. Лырҵаҩы лаԥшьгаралоуп Гнесинаа рыхьӡ-зху академиа даналга ашьҭахь Мексикаҟа аоркестр ахь усура дышцаз. Уаҟа ауп Давиди Еленеи ахьеибадырызгьы. Ну, я не знаю, как вы, но я помню прекрасно этот день, потому что как только я увидел, шикарная женщина, дама заходит в репетиционную, сразу же я привстал, мне показалось, что я ее знаю, где-то я ее видел. Подошел и начал общаться на русском языке, даже не зная, какой она национальности. Мне так показалось, что с ней можно разговаривать по-русски, и я ее знаю. Давиди Еленеи еидызкылоз рацәан, рҩыџьегь амузыкантцәа рҭаацәараҿы ирыцҳаит. Давид иаб аконтрабас аирҳәон Еревантәи асимфониатә оркестр аҿы. Иан дмузыкатҵаҩын. Папа работал в симфоническом оркестре, очень часто я с ним ходил на репетиции, и во время перерыва он меня поднимал на подиум дирижера, и я пробовал 5-ю симфонию Бетховена. И музыканты всегда смеялись, говорили, как он правильно, четко, в такт дирижирует симфонию. В дальнейшем, конечно, дирижеры это не рождаются, это профессия, которая приобретается, как бы, и надо серьезно заниматься, надо серьезно учиться, годы, десятилетия. Давид далгеит Еревантәи аконсерваториа аскрипка акласс, иара убасгьы аспирантура адирижер иаҳасабала. Изанааҭ аҿы дшьақәгылеит Мексика. Уаҟа иуеиԥшым оркестрқәа напхгара рзиуан. Аконкурсқәа рҿгьы ихы ааирԥшхьан. У меня судьба такая, всегда почему-то моя деятельность дирижерская начинается с камерных оркестров. И я 2 оркестра в Армении, можно сказать, собрал из моих коллег, моих друзей, однокурсников, молодежные оркестры, очень хорошие оркестры были. И в дальнейшем, уже по контракту, когда пригласили в Мексику, 10 лет я работал как скрипач и как ассистент дирижера. Моя дирижерская профессия, моя, можно сказать, вся деятельность дирижерская бурная была в Мексике, потому что это мои молодые годы, 27 лет. Это гастроли по многим городам, это общение с симфоническими оркестрами, это международный конкурс, где из 118 стран я попал в лучшую десятку. И был представителем Армении, естественно. Я горжусь этим, потому что быть за границей и показывать свое мастерство, доказывать свое мастерство, что мы не хуже вас, мы умеем тоже работать с оркестрами. И я считаю, что эти годы не зря прошли. На сегодняшний день все мастерство, весь талант и все, что было, что и приобретено, и то, что меня в эти годы учили, я сейчас все отдаю, можно сказать, нашему оркестру Абхазскому государственному, и надеюсь, что он перейдет плавно и постепенно в симфонический оркестр. Давиди Еленеи Мексикатәи рыԥсҭазаара хымԥада акыр аинтерес ацын. Урҭ еицықәгылахьан иуеиԥшым асценақәа рҿы, ирылахәын афестиваль дуӡӡақәа, ирабадырхьан амузыкантцәа дуқәа. Урҭ дыруаӡәкуп иаҳҳәап Пласидо Доминго. Пласидо Доминго обожает Мексику. У него в Мексике семья.
большая часть его семьи проживает в Мексике, поэтому он очень часто посещает Мексику, и не только с концертами, а иногда просто, даже просто, чтобы отдохнуть, побывать вот со своей семьей, провести время. Вот. В этот раз он приезжал на один из своих юбилеев, и в честь этого был устроен концерт на открытом воздухе в старинном замке, который в Акапулько находится. Это исторический архитектурный музей, ну вот там, да, Фуэрте Сан-Диего называется. Это такая крепость, она прямо на берегу моря находится, очень красивое место, все туристы всегда туда в первую очередь идут на экскурсию. Вот. Но в этот день там было все перекрыто, потому что это был огромный концерт, задействованы очень много музыкантов. И в этот день сам Пласидо там присутствовал как гость. То есть он сидел просто в первом ряду и наслаждался музыкой, он даже не дирижировал. Вот. Ну и так получилось, что он настолько непосредственный, простой человек, вот, что можно было просто к нему подойти, с ним познакомиться, поговорить, сфотографироваться. И, в общем-то, мы после этого тоже не раз уже с ним встречались, уже как добрые друзья. Он приезжал к нам в оркестр, приходил, дирижировал оркестром, в общем, общались. Но в этот день вот мы с ним познакомились, и так получилось, что Давид немного волновался, и он, прежде чем себя представить, он сразу представил меня. Он сказал: вот это моя жена, она русская. Как-то да. Но там вот, к сожалению, об Абхазии я, конечно, много рассказывала многим людям, но когда надо было быстро представиться, надо было говорить вот скорее из Советского Союза или из России, потому что иначе нужно просто объяснять, где это и что это. Вот на тот момент, значит, Давид сказал, что она русская, и в этот момент, значит, Пласидо Доминго тут же вспомнил арию из «Пиковой дамы» Чайковского на русском языке, которую он пел, вот, и тут же начал мне, значит, петь вот эту арию. Ҩнызқьи жәба шықәсазы Давиди Еленеи рыԥҳа Емилиа дрыманы ԥсшьара ҳәа Аԥсныҟа иаауеит. Араҟа аангылара иазхәыцуа иалагоит. В 2009 мы приехали летом, Пицунди организовал концерт для меня с камерным оркестром. Лука Гадели с нами играл на органе. С духовым оркестром я тоже так познакомился поближе, послушал, как они играют, где базируются. И, в общем, мне вся атмосфера понравилась. И творческая, и человеческая. Все же Абхазия для меня как бы родная страна. Я очень часто посещал, и все здесь для меня родное. Воспоминания детства сыграли свою роль. Да, и я как бы долго и не думал. Сказал: давай, уже устали мы от этой Мексики, от такой дали. От чужбины. Давай, да, поближе и к Армении, поближе и к России, и твоя родина, в конце концов. И папе помочь надо. Ну, в 2010 мы уже переехали окончательно. Давиди Еленеи ибзиаӡаны еилыркаауан Аԥснытәи аоркестр маҷ дара аусура иахьашьцылахьаз аоркестр дуқәа зынӡа ишреиԥшымыз, иҟаҵатәу акыр ишырацәоу, аха ҳара ауадаҩрақәа ҳрызшәаӡом, иҳәоит Давид. Готовый оркестр, конечно, это хорошо. Все готово, проблем нету. Дирижер встал за пульт, и музыка звучит. Не обязательно даже дирижером быть, да, если такой оркестр готов. Мексика, какая бы она ни была, как бы я хорошо язык не знал, все равно она чужая. Это не наша, все равно тянет на родину. Здесь я считаю, что это наша родина. И для меня вот лично, я люблю строить, все заново начинать. Вот в этом интерес заключается, что не на готовое, а от того, что нету, и надо создать. Вот этот сад, этот красивый, вот, с одного цветка надо начать. И когда я приехал, было 8 или 6 музыкантов, не помню, да, а сейчас у нас уже 20 музыкантов. Будем продолжать пополнять, я буду делать все, что возможно от меня, чтобы этот оркестр для народа абхазского, он всегда был для абхазского народа, он должен играть абхазскую симфоническую музыку.
Давид Терзиана, Елена Хакԥҳаи ирымоуп имаҷымкәа агәҭакқәа. Ҳазну ашықәс маамзазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҿы имҩаԥысуеит аԥсуа композиторцәа рсимфониатә музыка аконцерт. Уи аиҿкааразы Давиди иара ивагылоу Ҳагар ҭаацәареи еизыргеит Аԥснытәи акомпозиторцәа напыла ирыҩхьаз апартитурақәа. Эти ноты писал сам Шведов. Это писал ноты сам Чепелянский, эти ноты писал Петров. Тичба, Гумба. Чкадуа. Да. Оригиналы. Чичба. Это все абхазские композиторы, которые, в те годы, знаете, не было ни принтеров, ни всей технологии. Ксерокопии. Да. И вот состояние очень плохое, мы переписываем сами восстанавливаем. И 17 мая прозвучит, можно сказать, 1/100 часть из того, что написали абхазские композиторы. Да. Там будет и Чичба, и Гумба, и Петров, и Шведов, и Чкадуа, и Чепелянский. Нам на помощь приедет Сочинский муниципальный оркестр. Я буду дирижировать, будет участвовать наша государственная капелла, солисты. Я думаю, будет очень интересно. Аԥснытәи амузыкантцәа иаԥырҵахьоу асимфониатә музыка аконцерт аиҿкаара имариамусуп, аха Давид ари аус аҿы ицхраауеит аԥсуа композиторцәа. Для меня это новая, незнакомая музыка, новая партитура. Я очень сожалею, я уже говорил, что рядом со мной нету сейчас Анатолия Митчахаба, который мог бы мне помочь в этом вопросе, потому что все это он прошел, он знает лучше специфику абхазской музыки, характер. Но, слава богу, сейчас и Константин Ченгель живой, и Чкадуа живой, и Петров, и я с ними общаюсь, я с ними консультируюсь. Вчера был в гостях у Ченгеля, я просто в шоке. Композитор 83 года, он как молодой, он сидит рядом с компьютером, клавиши электронные, микрофон, там, колонки, да. Пишет, поет, полон энергии, и говорит, я должен 100 лет прожить. Я говорю, вот если больше 100 лет проживете, значит, вы будете настоящий композитор. Он смеется. Я просто потрясен, и особенно музыкой Чкадуа, Валерия Чкадуа. Как он мог услышать такие аккорды, как он мог так написать и как он писал. Для меня это что-то новое раскрылось. Я сравниваю со Стравинским. Стравинский, знаете, гениальный композитор. Звоню Чкадуа, любой вопрос он мне сразу помогает. Здесь так, здесь так. Я рад, что вот опять-таки говорю, им не нравится строить, мне нравится, что все новое. И я рад, что через мои руки сейчас проходит вот эта вся рукописная литература, можно музыкальная. И мы впервые вот вынесем на сцену абхазскую, и наш абхазский народ, наши любители музыки вспомнят и услышат абхазскую симфоническую музыку. Ҳара 11 цәоуп, аха ҳагәҭакқәа зегьы рынагӡаразы еиҿкаатәуп асимфониатә оркестр ду, рҳәоит амузыкантцәа. Уи аизгаразы макьаназы мҩак ауп иҟоу аҳәаанырцәынтәи амузыкантцәа раԥхьара. Естественно, музыканты будут из-за границы, потому что наше музыкальное училище пока пустует. Нету там ни струнников, ни духовых инструментов, нету студентов, потому что нету преподавателей. А если будет симфонический оркестр, естественно, будут у нас педагоги и будут подтягиваться студенты и ученики. По одному специалисту как буквально. И было раньше. Да. Вот педагог Лены, она же не местная была, да? Она откуда? Да, из Украины. Но вот, пожалуйста, абхазский кадр, единственная орфистка не только в Абхазии, а по всему Закавказью.
из Краснодарского края, извините, приглашают нашу орфестку, чтобы она там играла. Я не соглашаюсь. Да. Вот такая ситуация. И мы должны воспитывать эти кадры благодаря приезжим музыкантам. И это временное явление. В дальнейшем уже будут наши местные музыканты, то есть абхазские. Сейчас уже 30 здесь детей, которые играют на скрипках. 30. Это потому, что у нас есть педагоги по скрипке. А вот, например, если взять металлическую духовую группу, у нас нету, к сожалению, вот трубача, скажем, да, или валторны, тромбон. Вот папа мой был, он владел тромбоном, и он в последние годы все свои усилия направлял на то, чтобы ребят молодых привлекать и учить их играть на духовых инструментах. Но, к сожалению, вот он один, это трудно очень сделать. А потом, это не только обслуживается симфонический оркестр, это же еще военно-духовой оркестр, который обслуживает Министерство обороны. Это гимны, это мероприятия, это присяги, а там одни только духовые инструменты. У нас нету, к сожалению, специалистов. Дирижер должен себя чувствовать лидером. Он должен чувствовать вот ту ношу, ту серьезность. Фактически за дирижером 70 музыкантов, если это вопрос о симфоническом оркестре. Ты за них отвечаешь. То есть твой каждый взмах, твоя работа, твоя энергетика, ты должен настолько быть профессионален и подготовлен, чтобы мог бы заразить всех музыкантов, чтобы они как единый организм за тобой шли. Дирижер, это может даже от природы должно это качество быть в человеке. Потому что это не только приобретенная профессия, но и от рождения должна быть эта профессия. Многие дирижеры, если заметили, вот показывают часто по телевизору, вот, симфония там Брукнера или опера какая-то огромная, дирижер просто вот отстукивает, да, такты. Раз, два, и абсолютно даже смотреть на него визуально неинтересно. Он абсолютно вне музыки, он просто тактирует. Оркестр прекрасный, он может и без дирижера играть. Но я считаю, это неправильно. Дирижер должен полностью быть в музыке. Он и должен потеть во время дирижирования, он должен двигаться, и он полностью должен владеть ситуацией. Он должен заразить и публику, и музыканта. Вся эта энергетика, это психология. Это как экстрасенс, не знаю, как даже сказать. Это очень сложная профессия. Хымпада Давида Елены Рюнатаджи Аказара Бату Акуб Араха Язызрюет а классикат музыка Дарагураргует а музыка Бзиезенбу Вашихам Бышшуксасхыз Варабха Эмилия Бзиелбует Ашихара Акушаранда Схазуб Асаха Тахра Ахавжахарада а музыкант Шарташраджи из Хава Атабха а музыка инструмента Джигидухмарует Лабивш а скрипка Алархюет Эмилия музыкантом Харги Хакушахату Прхюет Давида Елена Харахза Ихаду Лара музыка Агублара Ларкрау Прхюет Дара Ареташраджи и Бзина Ирдерует Аказара Яму Адуха. Когда впервые я дирижировал Брамс третью симфонию, мой педагог подошел и говорит: ты ее чувствуешь? Я говорю: вроде чувствую. Нет, ты его не чувствуешь, эту музыку. Я говорю: почему? Ты должен быть влюблен, чтобы эту музыку правильно продирижировать. Пока не влюбишься, да, не сможешь. И я так и не смог ее правильно продирижировать, потому что мне было 22 года, я еще не был влюблен ни в кого, и я не мог это почувствовать. И в дальнейшем, с годами уже, когда это чувство ко мне, я уже вкусил, что это значит, я уже понял, о чем он говорил. Если ты влюблен, ты вот эту часть будешь интерпретировать и чувствовать иначе. Оно и звучит иначе. И эта энергетика, и биоток, это идет к музыканту иначе.
И то же самое, я думаю, как на арфе играть и на скрипочке играть. У каждого есть свои ассоциации, связанные Вкладывать, да, то, что ты вкладываешь, может быть одно и то же произведение, сыгранное когда-то очень давно, все равно что-то вкладывалось. Не может так быть, что ты просто механически играешь, как компьютер, ноты, да? Ты вкладываешь то, что в этот момент. Вот да? То, что чувствуешь. Вот да, какие-то там, в то время может быть что-то связанное с природой, там представляешь себе дождик, грозу, я не знаю. А когда уже это с определенным временем, возрастом связано, туда уже вкладываешь человеческие отношения, как-то страсть свою, да, там внутренние свои эмоции уже более взрослые, совершенно другие. Это может быть одна и та же музыка, пережитая столько раз, сколько это возможно. Еще я кое-что скажу, извини, чтобы это с профессией конкретно связано было с дирижером. Опять-таки мой педагог, когда я подошел к нему, чтобы спросить, как дирижировать Брукнеру 4-ю симфонию, технически, буквально, как показать вот это так, жестом, он мне сказал, а я тебе не покажу. То, что музыка там тебе говорит, ты должен здесь ее почувствовать, и отсюда уже у тебя движения сами выйдут. И для меня это законом стало. Я никогда не думаю ни над одним жестом. То есть заранее, да, здесь надо так показать, здесь так или так. Этого нету. То есть музыка уже, когда я вижу ее, она звучит у меня в голове, я уже автоматически даю тот жест, который соответствует партитуре. Иҳәатәуп Давиди Еленеи русқәа рҿы еснагь ишрывагылоу Ольгаи Вераи Адами Ҳагаа. Дара рзы иахьа аус ахьыруа аоркестр уи баша усурҭа ҭыԥӡам. Ари дара ирызгәакьаз ауаҩы Анатоли Ҳагба иԥсҭазаараҿы ихадаз усын. Аоркестр аизҳара ари аҭаацәара зегьы рзы акрызҵазкуа усуп. Маиҟәаԥ аҟазара аинститут аҿы аҵара зҵо аскрипка рҳәаҩ Вера Ҳақԥҳа иарбанзаалак аконцерт аҿы аоркестр аналахәу лара еснагь Аԥсныҟа даауеит. Асценаҿы аоркестр далахәны аскрипка алырҳәоит. Вера илхыҵуан ԥшьышықәса аскрипка раԥхьаӡа лнапаҿы ианылк. Я посещала каждую репетицию моего отца. Не с кем было меня оставить, когда родители уходили на работу в оркестр. И я, будучи 4-летним ребенком, присутствовала на всех репетициях. Моя мама играла на скрипке, папа дирижировал, а я сидела у него на коленях. И, естественно, вот эта атмосфера постоянной музыки вокруг, она меня приобщила к этому виду искусства. И однажды была такая смешная история, я ее, конечно, сама не помню, но мама мне ее рассказывает очень часто. Мне было, по-моему, года 4, и мама занималась дома на скрипке, и я подошла к маме и сказала: мам, дай мне подержать. И вот когда мама мне дала скрипку, она мне показала, как правильно ее держать, я сразу начала издавать какие-то звуки. И вот тогда мама решила, что я... Ну, было изначально запланировано, что я должна обучаться какому-то виду музыкального искусства, но вот инструмент скрипка, это вот я, то бишь, сама выбрала себе, то есть этот инструмент.
классикат музыка замта и схакупха и харак ачара шарбжара его агуанагара вера хакпха дачагулуб лара аинтерес аларпшуит а музыка о теориях агурагана духу лаб Анатолия Хагба и пстазара загизыка завус ачера шаюа. Когда мне было 13 лет, я только поступила в Сухумское музыкальное училище. Я еще толком не была таким уж крепким музыкантом, чтобы меня можно было посадить в оркестр. Но перед каким-то важным приемом, не буду врать, но кажется, это было открытие библиотеки, оркестр пригласили играть. И кто-то из музыкантов заболел, из скрипачей. И папа посадил меня, 13-летнего ребенка, первый раз в жизни в оркестр. Это очень сложно, хочу сказать. Если соло-скрипач может играть с детства, то есть обучаясь в музыкальной школе, мы уже привыкли к тому, что мы на сцене играем, ну, под аккомпанемент фортепиано, может быть. В оркестре это совершенно другое ощущение. Это очень сложно, это нужно слушать, это нужно следить за жестом дирижера, который я тогда еще совершенно не умела понимать. И вот это был мой первый выход на сцену в качестве оркестранта. И с тех пор вот я в оркестре, с тех пор я являюсь частью этого оркестра. Тогда нас было 6 человек. И после этого проводилась большая работа над тем, чтобы как можно больше музыкантов возвращались в Абхазию, в свою родную страну. К сожалению, немногие вернулись. Это было еще при жизни моего отца, уже люди начали. Кто-то вернулся, кто-то, некоторые свои кадры. Вот я являюсь своим кадром, который взрастила наша страна уже после войны. И, конечно, это имело бы очень большое значение для моего отца, он бы гордился сейчас тем, что дело его жизни, оно не теряет свою важность, то есть его продолжают, его есть продолжатели. А музыка уйла шаруб. Абаси хахет и интервью Каруакаджа и цердеруа, а дирижер Владимир
Спиваков. Уажәилаԥш иҵамшәарзалшом амузыка иамоу алашара, уи иаҵоу аԥхарреи амчи иахьа зыӡбахә ҳамаз аҭаацәара ишрныԥшуа. Ҳақәгәыӷуеит ҳзаанатә ԥсҭазаараҿы зыгәҭакқәа рацәоу Давид Дерзиани, Елена Ҳақԥҳаи русқәа зегьы рықәманшәалахап ҳәа. Абри ала абзиара сҳәашәаҳәо ишәгәаласыршәоит, аԥсҭазаара кьаҿуп, аҟазара наунагӡоуп. Бзиа ижәбала аҟазара, уи шәыԥсҭазаара арԥшӡоит. Абзиарас анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа.